Далее идет установка шагового двигателя по оси Z. Снимаем ходовую гайку. Ее нужно будет прикрутить к столу. Этим мы займемся чуть позже. Так, выкручиваем винты из основания. На место них мы будем вкручивать винты М3 на 40. Двигатель должен находиться разъемом к задней стенке. Устанавливаем корпус на заднюю стенку. Приставляем двигатель и начинаем закручивать. После того, как крутили, не затягивайте винты полностью. Это нужно для регулировки после того, как установите в стол. Как вы видите, винты ослаблены. Он подвижен. Следующим этапом устанавливаем вот эти пластиковые детали. Они служат для крепления направляющих. Закладываем гайки. И устанавливаем с той стороны отверстием вверх. Со второй то же самое. И обязательно хорошо затягиваем. Переходим к установке стола. При установке стола нам необходимо прикрутить вот эту ходовую гайку на сам стол. Вот здесь есть отверстие. Выступающая часть гайки должна смотреть вверх. Прикручиваем на 4 винта М3 на 5. После этого берем 2 направляющих, пропускаем их через подшипники аккуратно. Устанавливаем стол гайки на винт и начинаем вращать винт. Немного придерживайте стол рукой и должен закручиваться. Опускаем до упора.
Чтобы ставить направляющие в пластиковые детали, достаточно усилия руки. Просто-навсего надавливаем сверху, и они вставляются. Теперь затягиваем ослабленные болты. Для этого нам понадобится ключ на 7, вставая отвертка. Немного неудобно. Затягиваем эти 4 болта и затягиваем болты снизу. Равномерно. Если вы все правильно сделали, стол должен довольно легко ходить. Немного придерживаем этот конец стола. Видим то, что стол действительно ходит. Установка стола закончена.